Как народный артист Башкортостана Ришат Тухватуллин собирает концертный зал в любой точке России. За моей спиной сейчас площадка в городе Чистополь. Сегодня Ришат Тухватуллин здесь выступает для горожан. И вот знаете, у меня появилась возможность заглянуть за кулисы, посмотреть, как народный артист Башкортостана общается со своей командой, что он делает для того, чтобы шоу состоялось, как изменилась его жизнь после того, как появился сын, и как он относится к своей супруге. Об этом, обо всем и чуть-чуть побольше расскажу сегодня. Приятного просмотра. Альмир, микрофон принес, да? А? Микрофон принес? Айпад тоже поставьте. Растяжка. Все для тебя. Рассветный туман. Да. У нас сегодня Чистополь. Здесь самый сложный зал. Это не концертный зал, а кинотеатр. И поэтому все оборудование надо таскать на второй этаж. В команде сейчас получается 8 техников, 2 инженеров, 6 монтажников, 6 танцоров, получается музыкантов. Это самый главный критерий, чтобы они были именно музыкантами. Образованные. И самое главное, чтобы еще очень хорошо умели играть, владели инструментом. Мы очень сильно его любим, и мы его фанатки. Нам очень нравятся его песни. Аның тауышы бик матур, бик моңлы, җырлары да аның шундый бик нечкә күңелгә барып җитә торган җырлары бик ошый безгә. Чик-чик. Ложку всегда с собой надо иметь. Музыкальный гример. Все халяль. Все как ты любишь. Все как ты любишь. Здесь очень много сил требуется. И, конечно, они должны кушать нормально, питаться нормально. Но они любят всякие чипсы, кока-кола, сникерсы. Бу балық ма? Да, короче, таук дейді. Вот видите, артистам даже кушать не надо. Баян, он все, даже кушать не хочет, лишь бы играл. Шишул жирного не сама? Да. Бай берден? Ривальный муни? Мне очень нравится его песня, особенно «Акышлар мәхәббәте». Очень надеюсь, что услышу эту песню. Песни и концерты для меня очень вдохновение, особенно в моей жизни. Саида, сен татарша аңлайсың? Yok? Споем что-нибудь? Нет? Станцуем? Ну ладно. А это наши танцоры, красавицы. В общем, обратите внимание, какие у меня красивые танцоры. И молодые, и красивые, и талантливые. Вот. А вот мы в этом году катали два больших грузовика, это 12 тонников, и один фургон для плейбека в основном. Но у нас сейчас планируется очень большой грандиозный концерт в Казани и в Уфе. Мы уже готовимся, уже начали готовиться. Будет очень интересно, будет очень круто. Ну, не знаю, насколько это можно сейчас говорить об этом, потому что
пока зрители не увидят и своими глазами не посмотрят, мне кажется, нет смысла об этом говорить. Ну, в общем, ожидается очень крутой масштабный концерт. Кстати, я в последнее время хочу сесть на шпагат, мне осталось совсем чуть-чуть. Что смеюсь? А? Что-то команда не доверяет. Нет, я вас верю. Главное, я сам себе верю. Вот, да, вот мне чуть-чуть осталось, я чувствую, что вот скоро-скоро я уже сяду на шпагат. У нас через полчаса концерт начинается. Звук, да, действительно, это очень самый важный элемент на концерте, да. Вот мы пользуемся линейными массивами от фирмы Meyer Sound. И для этого зала мы используем Melody. Почему? Потому что зал не такой большой, то есть нам достаточно дальности хватит и Melody хватит. Используем систему Infire, которая высчитает весь низкие частоты на сцене, не весь минус 6 дБ, а основной бас будет направлен в зал. Вот. За счет этого мы добиваемся более прозрачного звука на сцене, то есть чище звук будет, там в микрофонах лишнего звука не будет при звуках. Вот здесь с одной стороны один элемент, который, здесь 4, да, их, итого 8, один элемент стоит где-то 450 тысяч рублей, один только. Заряжает энергией. Очень позитивный, сладкозвучный певец, мы его очень любим. Мы его любим. Мы его любим. Да? Да. Мы его главная поклонница. У нас очень много всего упущенного, то есть во всех направлениях. Это культура сцены, сценография, в плане оборудования, в плане маркетинга, в плане менеджмента всего. Мы, конечно, во многом отстаем от федералов. У меня мечта такая, чтобы наша культура, там, неважно, татары, башкиры там, или вообще, тоже знали во всей России. И я себе как бы сказал, что когда-нибудь мы сделаем так, что наша культура, башкирская, татарская культура, она будет на такой высоте, что к любой площадку, когда мы будем приезжать, они будут с восхищением как бы говорить о нас. Да? У нас очень хороший народ, и цель такая. Благодаря маме я узнал про народные песни, да, про культуру нашу, вообще любовь к сцене появилась оттуда, любовь к технике появилась оттуда, потому что всегда в клубе не было таких людей, кто отвечал за технику, оборудование. Приходилось мне самому изучать методом тыка. И ну, вот таким образом научился всему, и благодарен маме, потому что даже многие песни в моем репертуаре написала моя мама. Замира? И Рахмат. А семьи не прясама? Не важно. Бразер псетезан? Ты по-татарски понимаешь? Бразер жерлибизма? Сәтмен бушкам сізге жырларға дейін. Замира бақытты бол, рахмат. Рахмат, Чистай. Нагулявшись так, осознанно пришел к женитьбе. Мама всегда говорила, что быстрее женись, это такая радость, это такое счастье. Но мне не хотелось, я нагулялся. И потом, когда сестренка родила, раньше меня, получается, она вышла замуж, она родила дочку, и у меня в этот момент что-то появилось, или захотелось своего ребенка. Я женился, и у меня родился сын. Вот с этого момента у меня все поменялось, жизненные ценности поменялись. Если бы раньше я не хотел возвращаться домой после гастролей, то сейчас у меня, наоборот, быстрее домой охота, к сыну, к семье. У меня была такая цель, что жениться один раз и на всю жизнь. Вот. И всем неженатикам я говорю, всем своим даже
друзьям, говорю, если вы, ну, женитесь скорее. Дети — это такое богатство, такая радость, которую ни за какие деньги вы никогда не почувствуете. Мы очень ждали концерт, мы очень обрадовались, когда узнали, что он будет в нашем городе. Просто пришли на концерт любимого исполнителя Ришата Тухватуллина. Тикширтен излеме, yoqlarni ko'zlama, seni yana shunda tayyorim. Что пожелали? Спасибо. Слушайте, вам сегодня надо с дуэтом спеть. Ну, я бы была бы только за. Хотела угостить вас принести талиш, но, к сожалению, не получилось. На следующий год, перед всем Чистополем, не вижу, конечно, но обещаю, я принесу вам. У меня есть одна мечта — спеть с вами вместе. Давайте «Сагышлы йөрәк». Обещаю, келесі жылға әлия белән көтәрбез. Allah bilse. Rahmet ve hatta böyle olmuşlarsa büyük maddesine alkışlar. Хазрет. На тот момент еще он не был хазретом. Первый человек, который начал продвигать для строительства мечети, организовывать вот это все. И мы тоже, я лично со своим другом, взял эту инициативу, чтобы организовать концерт, и собранные средства мы хотели отдать мечети. Вот так мы первый год провели open-air концерт, можно сказать, на улице, на поляне, где Сабантуй проходил. Мы собрали, наверное, человек 100-150. Было очень круто, интересно. С каждым годом этот масштаб увеличивался. И на сегодняшний день мы там более до 10 тысяч человек набираем. Мы мечеть построили практически через год. И по сей день мы поддерживаем вот этим концертом нашу мечеть. Там, скажем, каждый год что-то надо туда покупать, что-то надо доделать, помогать. В общем, у нас это получается благодаря этому концерту. Ты чувствуешь, что ты спел свою песню, самое главное, или еще впереди? Ну, я считаю, что не спетого еще очень много, и я ожидаю, что еще много будет хитов, но также я работаю по своим алгоритмам, и у меня каждый год что-нибудь, какая-нибудь песня там получается хитом, пользуется большим спросом у зрителей. Это самое главное. И что радует, что очень молодеет моя аудитория. Сандуғаштай сен сөйлесең, күңгіл қылына қонып. Бейхоят сен бізге келдің, халық артисті болады. Чистайға сен келмей қалма. Чистайда бит бар Мишәр. Мишәр сені бик яратты, ижатын мәңгі яшар. Ришатым. Zor rahmet olsun. Rahmet size, hürmetli oluşlar. Energetik yüzleşir. Şu kadar rahmet bakın size bırakıştay. Yine sizde yaradan rahmet.